Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 31 мая. У нас сегодня торжественная линейка. Сдаем книги. Сейчас детей я отвезу в школу, потому что сумки очень-очень тяжелые. Ура, каникулы! Ой, дети как рады. И даже петух наш радуется. С утра уже Артур на рынке. Продает цветы. Вот у него какая красота. Как всегда, у него люди, покупатели. А вот сам Артур. Привет, 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 подписчики мамы Гули. И твои подписчики тоже есть. Ну, я пока немножко так отдыхаю, каникулы у меня, не успеваю я все это снимать. Сезон горячий, по продажам сейчас. Здесь вот ежедневно, дома приезжаем без сна и отдыха, торгуем. Выездные торговли, в общем, работы пока хватает, не до канала. Работай, работай. И на канале тоже работай. Но, У тебя канал «Цветочное дело», да? да. Угу. Ну, как продажа идет? Нормально? Ну, сейчас погода вроде наладилась. Да. Да. Очень приятно. Вот сегодня посмотрите, как раз новый выпуск будет. Да. Что, дожди перестали идти? Вроде как вот солнышко чуть-чуть и сразу народ появляется. Да. Просто это уже психологически действует, это настроение. Ну, когда дождь идет, делать Ну в огороде нечего. Даже вот в том что плане можно же купить и прийти поставить куда-нибудь. Да? Да, Потому вот, что у тебя да. все в стаканчиках. Вот. Никто не хочет, как говорится, в дожди ходить, это уже никому не интересно. Чуть-чуть конечно. солнышко. Да. 15 минут назад может дождь по полной программе пойти. Солнышко, люди выходят и начинают двигаться уже. И Мгм. продажи появляются. Вчера всю ночь шел дождь, до обеда дождь, после обеда такая погода, красота. Да. Ну и потеплело же хорошо. Да. Сейчас земля теплая, уже все. И трава растет уже в огороде. Да. Даже если рассаду берешь, высаживаешь ее, если земля холодная, она не будет расти, она будет в таком состоянии сидеть. Конечно, Все время. Конечно. Чуть-чуть грунт прогрелся, все, солнце даже не надо, она Да. всё поднимается, начинает расти. Ага, уже в огороде и картошки уже появились. Зашли, да, уже? Да, взошли уже, да. Потихоньку. У меня клубника цветет вся. Вот с такими цветочками, вот с такими. У тебя же я взяла. Ну, я перемешку там посадила, не знаю, что И будет. непонятно, да, сейчас? Да, пока непонятно, да. Но мы кормим, мы по технологиям занимаемся подформой. А я не кормлю. Вам некогда? У нас Я не времени вот умею, так. просто не умею. Нет, все равно вырастет. Но, может быть, не так вырастет, как у тебя. С Артуром прощаемся, уходим домой. Ладно, всем пока, уважаемые подписчики. Заезжайте почаще. Веселый цветочник. 25 мая я взяла цыплят. 30 штук. Вот они у меня пока кушают. Кто-то отдыхает, кто-то кушает. 25-го взяла, им было месяц. Сейчас 6-й день, как я их купила. Взяла их по 270 рублей. Они подросли, конечно, за неделю. И траву кушают, и мешанку делаю. Сухой комбикорм даю. Пока 6. Как раз я взяла, когда ездила в мужской монастырь.
Там комбикорма вам, 2 мешка, ПК-6. ПК-6 по 30 килограмм. По 1100 было, а сейчас я слышала, что там уже эта же комбикорма стоит 1800. Вот поэтому, прежде чем брать, что-то выращивать, уже думаешь. В этом году тяжело с кормом, и цыплята дорогие, поэтому я взяла всего 30 штук. Лишь бы этих вырастить, прокормить. Хватит все. Картошки, конечно, уже начали сходить, но вот посмотрите, уже жуки сидят. Вот они. Они уже и на томатах сидят. Вот. Каждый день придется вот собирать, топтать. Вот они уже листочек едят. Видите? Вот они какие нехорошие. Вот же сколько они съели. Уже вот яйца откладывали. Вот так придется утром, вечером собирать. Травить, конечно, я не хотела. И так всю отраву едим. Поэтому хоть картошка будет без отравы. Ну, здесь недалеко, здесь рядом, поэтому я могу в любое время выходить, проверять, собирать. Здесь у меня чеснок. На шатырке я полила, 2 раза уже полила. Все равно желтизна не уходит. Ну и ладно. Лишь бы все выросло. В субботу приехали брат с женой, брат зяки. Брат перекопал мне грядку. Здесь вовсю цветут клубники, лук тоже взошел. Сходит потихоньку морковь. Капуста у меня это поздняя, Слава называется. Но что-то у меня кушает, кто-то кушает. Вот посмотрите, кто-то кушает, не знаю. Конечно, есть сороки, может, сороки едят. Я слышала, у многих они вытаскивают прямо с корнями. Сюда мы посадили свеклу. У меня вот это место только осталось, не посажено. Брат с женой посадили 80 кустов помидорчиков. Вот они посадили. До них я посадила вот здесь тоже. У меня общие где-то больше 150, где-то 160 кустиков, наверное. Вот здесь я, конечно, посадила по 2. 60 штук тут. Вот они, я тоже здесь тоже собираю. Они и на помидорах сидят. Они нисколько не жалеют мой труд. Вот они, жуки такие хулиганы. Где-то вот так выглядит наш огород. И в теплице я, конечно, тоже немножко поработала. Закончила почти я отсюда помидорчиков. Купила я сегодня у Артура баклажаны 10 штук, скороспелку капусту 10 штук и цветную капусту 10 штук. И перец горький 5 штук. Нам этого хватит. А здесь у меня шпинат.
Здесь тоже немножко сладкий перец посадила. И растут у меня здесь огурцы. Здесь в середине посадила редиску. Ту редиску мы съели. Было очень вкусно. Детишкам понравилось. Надеюсь, скоро начнем кушать огурчиков. Вот они цветут. Огурчики есть. Маленькие. Вчера тоже немножко посадила здесь томаты. У меня остались только вот эти. Этих томатов тоже должны скоро забирать. И здесь посмотрю, подумаю, что-нибудь да посажу. Может, перчиков посажу, томатов у меня уже много. Баклажаны и капусты хочу посадить вот сюда. Наверное, очень много будут жуки собираться, потому что они и картошку любят, и помидоров любят, и баклажанов прямо обожают. В прошлом году я баклажанов не посадила, и позапрошлом году не посадила. Но до этого я сажала. Конечно, постоянно собирала этих жуков. Томаты у меня, конечно, очень хорошие, очень. Брат с женой очень меня хвалили. Сказали, очень-очень хорошие у тебя томаты. Толстые, прямо темно-зеленые. Сегодня дождя нет. Конечно, земля немножко влажная. Наверное, все равно к вечеру немножко будем поливать. Вот каким способом они мне посадили. В следующий год сама тоже могу также посадить. В прошлом году я покупала кустиков смородины 4 куста. Посмотрите, у них смородинки есть. Еще ведь в прошлом году тоже посадила осенью. Вот они. Уже маленькие смородинки есть. Ну вот так пока. Сейчас хочу посадить баклажаны. Вот петрушки сколько. И кудрявые, и простые. Очень много. Зелени хватает. В середине укропчики есть. Сюда мы с Кирюшей посадили картошку. Но они уже начинают расти. Здесь, конечно, будет очень много травы, соринки. Но ничего, у меня есть кому траву кушать. Очень удобно, никуда не надо ездить. Соберешь с огорода. Каждый раз цыплятам, курам. А для коз я кашу привожу из деревни. Завтра тоже поеду к сестре. Тоже хочу кустиков 20 посадить, помидорчиков, потому что она просит. Ну ладно,
Просит так просит. Посажу, съездию. Лук тоже хорошо растет. Ой, какая красота, солнечная погода. Тепло на улице. Около 20 градусов, наверное. Но есть ветер. Ветер тоже, конечно, теплый. Теплый ветер. Неохота с улицы заходить. Посмотрите, у меня яблоня в этом году отдыхает. Вот здесь немножко только. Одна веточка только, наверное, будет давать яблок. Цветет только одна веточка. Спасибо моему брату с женой, с Найлей Женей. Они, когда приезжают, всегда мне что-нибудь-то делают. Помогают очень. Я, конечно, очень рада. И им тоже разрядка, что они приезжают, поработают, купаемся в бане, сидим, поговорим, расслабляемся немножко. У них тоже есть свой сад, они там тоже все посадили. Хорошо, что они у меня есть. У детей тоже свои заботы. Они тоже все в огороде сажают. У них не знаю сколько соток земли. Участок у них, конечно, большой. Тоже все посадили. Спасибо брату с женой за хорошую помощь. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой.